Статус первого ко многому обязывает компанию «Аквафон». Первый национальный оператор сотовой связи уже к следующему лету должен обзавестись уникальным для Абхазии сооружением – административно-техническим комплексом последнего поколения. В аббревиатуре АТК ключевая буква – это «Т». Именно по техническому оснащению этот центр не будет иметь себе аналогов. Здание будет из себя представлять, как говорится, умный дом, который будет управляться из одного центра, будет сидеть один оператор. Все будет автоматически, но оператор для контроля. Будет современная система пожарной безопасности. Противопожарная система, о которой говорил генеральный директор сотовой компании, позволит при возникновении нештатных ситуаций не повредить дорогостоящее оборудование Центра обработки данных. Сам ЦОД станет святая святых строящегося административно-технического комплекса. Центр займет весь подземный этаж и буквально будет нашпигован современной аппаратурой. Могу сказать, что площадь самого ЦОДа, 1 квадратный метр, будет обходиться вместе с оборудованием около 10 тысяч евро квадратный метр. Поэтому это требует от нас и ресурсов серьезных, и квалификации тех, кто будет обслуживать. Здание будет состоять из 2 надземных и 1 подземного этажа. Кроме него на территории площадью чуть более гектара появится небольшой гостевой домик, спортивная площадка и гараж. Хотя торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства прошла только 1 июля, здесь давно ведутся работы. Строители уже залили фундамент и приступили к сооружению внешних стен будущего комплекса. Центральные корпуса мы сейчас делаем. Срок нам уже, я думаю, что января мы уже сдаем первый этап, потом будет еще 2-й, 3-й этап. Я думаю, что вовремя мы все сдаем. Строительные работы ведутся силами турецкой фирмы «Эрва», одного из лидеров по качеству и количеству построенных зданий по всему миру. Немаловажно и то, что компанию возглавляет потомок абхазских махаджиров Орчун Возба. В рамках церемонии закладки первого камня гендиректор «Аквафона» Алхас Аргун подписал послание к будущим поколениям. По сложившейся традиции оно было вложено в фундамент строящегося здания. Послание будет вскрыто через 50 лет. В нем отмечается, этот комплекс стал результатом усилий не только профессионалов, работающих в компании «Аквафон», но и поколений тех, кто боролся за свободу и независимость Апсне. Многие из них отдали свои жизни для достижения нами современных рубежей. Левон Галустян, Гуди Саруха, Абаза ТВ.